немножко с другой стороны подойду к этой тематике. В музее хранится большая коллекция монгольских и тибетских рукописей и ксилографов. Коллекция тибетских рукописей составляет примерно 20 тысяч сочинений. Я считаю, что одна из самых интересных вот в этой коллекции это как раз относятся тексты на тибетском языке, которые относятся к культу детей. Дитя для тувинцев – самая большая ценность в семье. Уберечь его в суровых климатических условиях было очень сложно, и в таких обстоятельствах смертность детей в раннем возрасте была очень высокой. По архаичным представлениям тувинцев, детские болезни – это результат воздействия злых духов. В этих случаях часто обращались к шаманам и ламам, пытаясь при помощи обрядов, молитв и специальных магических ритуалов задобрить духов, оградить ребенка и мать от их пагубного влияния. Так, например, в коллекции хранится один текст на тибетском языке, который называется «Обряд воскурению ребенку». Это самый распространенный обряд, который ламы проводили при рождении ребенка для защиты от различных болезней. Прямо здесь вот так и говорится. Если вы желаете защитить ребенка и даровать ему лучшую бессмертную жизнь, то проведите вот этот обряд. С конечным представлением тувинцев детские болезни – это результат воздействия злых духов. Так, например, в обряднике, который называется «15 злых духов», которые приносят болезни ребенку, и говорится: этого ребенка не любят в материнской утробе, нет ему места, рождаются только девочки. Человеческий зародыш, семя для оплодотворения не получается, материнская утроба слабая, плацента не образуется, и этому вредят злые духи. И вот дается перечисление 15 злых духов. Здесь вот вы как раз видите изображение. Там как раз 3, они самые разные. Вот первая, вторая, третья, если вы посмотрите. Это Александр Данилович Грач тоже описывал такой один обряд. Он в долине Хемчика, недалеко от поселка Байтал, обследовал одну гору, в пещерах которых были обнаружены 3 детских захоронения в ящиках-гробах. Доступ к пещере был очень трудный, и здесь он обнаружил захоронение грудного ребенка и 2 детей 10-12-летнего возраста. Погребение находилось в костях ягненка, бусинки из синего стекла и остатки проса. И что удивительно, вот в этом тексте как раз пишется: если вы подготавливаете к захоронению младенца, то обязательно возьмите ягненка, пищу, и в тайном месте, на возвышенности, обязательно в расселине, в ящике ребенка отнесите, положите сюда ячмень и с различными драгоценностями и разные сорта зерновых культур. Дальше пишется очень коротко. Это место узкое, место в горах, куда двигаются живые существа. Это гора Меру, 4 континентов. Пусть этот младенец переродится на этой земле, где эта земля богата травой и деревьями. МБУ, Саратанская, СОЖ Лаганского района Республики Тыва. Алтай. Ой, Алтай, значит, Арчина здесь останется будет. Я как поняла, что жители Сибири, хакасы, тувинцы, алтайцы, у нас одни корни, у нас схожий язык, у нас схожая культура, поэтому, когда я готовилась к выступлению, я это еще для себя доказала, что у нас игры одни и те же, да. И основными играми алтайцев являются игры, связанные со скотоводческим бытом. То есть, когда только ребенок рождался, над его колыбелькой вешали вот такую вот погремушку, которая сделана из кажиков. Наверное, знаете, да? Или иногда их называют острогалами, либо мы их называем бабками, да? Это суставные кости. Они издают звук,
И выполняет, конечно, шалтрахи двойную функцию, как игрушка и как оберег. Они служат как будто как бы отпугивая злых духов, чтобы они не приближались к маленькому ребенку. Да? Вот такой вот вариант шалтраха есть. Да? И другой вариант — это вот наспинное украшение для девочек до 3 лет. Здесь, ну, у меня звоночки получились, колокольчики получились незвучные, но тем не менее я хотела бы вам показать. Вот, ну, где-то в литературе я вычитала, что это единственное украшение наспинное у народов Сибири. Пупок ребенка, и это тоже является как бы оберегом. Другой вид погремушки, вот, сделанный из лопаточки, опять же делается дырочка, на которую нанизывается 2 кажика, тоже издает звук, выполняет те же самые функции. Разные, ну, как готовится, возьмите, пожалуйста. Традиционно вот кости, как бы, они вывариваются очень долго на медленном огне, все это счищается, моется, потом сушится, да, и после этого создают различные игры. В последнее время вот лопатки, они как бы уже приобрели другой смысл, и вот здесь мы видим, что делают как бы украшения, обереги тоже. Ну и, возможно, кто-то зарабатывает на этом деньги, да? Это работа моего брата по силку, Атарова Сергея Таныевича. Ну, он вот таким вот образом воплощает себя. Вот еще одна кость, вот кары называется, да? Это передней конечности мелкого рогатого скота. Вот как по-русски называется, я запамятовала. И вот малая берцовая кость, правильно. И опять же, она использовалась как логическая игра была. Вот я ее не могла найти, может быть, кто-то мне поможет из сидящих в зале. Лапсан. Вот в его сборнике все девушки-заочники писали дипломные работы вот как раз по этим играм народным. И я смотрела и читала его работу. Именно вот эти вот игры, созданные из костей животных, они как бы выполняли роль инкультурации ребенка в его такую, ну, национальную, можно сказать, культуру, да? И вот еще одна вот такая небольшая игрушка, она делается из шерсти, мячики, да? У вас тоже делают? У нас тоже есть. Из шерсти коровы, крупного рогатого скота, да? Во время линьки собирали. Можно играть. Так, ну и следующая игра. Кажики тоже. Вам всем известно, это уже использовались кости не только мелкого рогатого скота, косули использовались, и использовались также и крупного рогатого скота, вот, кекпеек называется, да, и лошадей, вот, тоже суставная кость лошади. Но мы с вами выше посмотрели разные виды борьбы, да? А теперь давайте устроим с вами чемпионат, первый чемпионат по игре кажих. По-алтайски. По-алтайски, да. Я прошу подойти сюда. Ну, 4 человека. Игра, игра кажих, 12, игра заключается в том, что играют 12 бабками, из которых Там у нас знаток игр, вот Галину Хамбаштаевну приглашаем.
Пусть вдвоем поедаем. Одна из этих бабок должна быть окрашена. Она должна выделяться, это лошадь. Значит, задача такова. Из 12 бабок так, берем в ладоши, подбрасываем. И ваша задача поймать тыльной стороной ладошки. И обязательно вы должны будете поймать вот эту вот лошадку, да? Давайте. Участвуют в соревновании, участвуют два участника. Этого поймать надо, да? Вот это вот. Не знаю. Поймать все 12 и конь. И если не все, то коня нужно поймать. Как можно больше. Да, как можно больше и не получается. Коня. Почему? Поймали, молодцы. Описанные правила поведения девушек в традиционной культуре тувинцев. Даже если есть в общем такие проблемы, почему мы сегодня об этом говорим, и они тоже говорят, что чтобы мы не попали именно в такую ситуацию, чтобы наша семья была полная, чтобы у наших детей были отцы, да, и как раз я им рассказываю про родильную обрядность в традиционной культуре тувинцев, поскольку у меня дипломная работа была связана именно с этой темой, только на примере тувинцев и хакасов. Так, следующий слайд. И чтобы приобщить учащихся к научной литературе, также я им даю копии из монографий. Например, вы видите копию, не то что копию, да, но, конечно, здесь напечатала из монографии «Мир детства кочевой Яльти» Галины Долгаковны Сундуи. То есть у тувинцев беременную женщину называют по-разному, хорыны, то есть желудком. Вот дословный перевод очень интересный. Так, пырлы с повтором, чоной берген или чон, это стала толстая, ишты животом, ждет ребенка, стала разборчивой в еде, с преградой, руки, ноги отяжелели, да. Вот. Следующий слайд. Ага. Предыдущую. Родильная обрядность состоит из 3 циклов. Первый – это обряды, обычаи, запреты и предписания, связанные именно с беременностью женщины. Это дородовой период. Обряды, сопровождающие появление ребенка на свет, и послеродовые обряды чтения матери и ребенка. У меня просто такое одно предложение. Раньше в дневниках учащихся записаны были правила, которые надо было выполнять каждому ребенку, школьнику. А самовоспитание, вот тут я сделала вот книги в сборнике, вы можете прочитать. Самовоспитание нужно всем. И ребенку младшего возраста, и выпускнику, и студенту, и классным руководителям молодым. И любому взрослому мы, самовоспитываясь, становимся лучше. Потому что очень много примеров в жизни. Все у меня в слайдах есть. Таких людей. Ну, всего 3 высказывания. 3. Александр Александрович Доржай, народный писатель Республики Тыва, есть такие замечательные строчки. Уважаемые участники конференции, я как специалист методического отдела Центра развития тувинской традиционной культуры расскажу вам благодаря именно преподаванию хумеи, чему учить детей. Атын терек эрекселдеринге өзі үйреніп алыр. Хумейдің ачысында ажы төл атын чоруынға өзі үйреніп алам е хоры олдары. Оның боттары да білбейін оран таңдының, тайға таңдының бойдызын
жалдар ылгап билип öğreni olur. Onun ayım koleje yozu çangcıl тарбаза накипчедар менангда хужум дерге благодаря, конечно, именно вот инструментам тоже наши дети развиваются. Они не только будут мастерами горлового пения, но они будут инструменталистами. И благодаря этому они будут знать конный упряжь, и они будут знать все, например, то есть природу. Именно в словах поется, восхваляя природу, вот ландшафт нашей Тувы. И благодаря этому они, именно я имею в виду городских детей, багаж того, что каждый раз мастер горлового пения, когда он исполняет, его мелодии всегда меняются, так как меняются дни, да. Я всегда детям объясняю, сегодняшний день, минута, секунды, все это состояние души, зависит от состояния души. Но основной диапазон этих нот, конечно, тот же, но все это зависит от настроения тоже мастера. И мы обучались. Это наш первый урожай. Первый раз это у них сегодня не презентация, а как называется? Это городские ребятишки, которые не только сейчас говорят на родном языке, они осваивают фольклорный язык, естественно, да, устно-народное творчество, музыкальный фольклор, они начинают играть на музыкальных инструментах, носить национальную одежду, естественно. И это, то есть, я хочу сказать, что это наглядное проявление того, о чем говорил Андрей Ладмирович. Спасибо. Первый образовательная программа для общеобразовательных школ по горловому пению. Есть, да, авторская программа, потому что, почему я так подчеркиваю, потому что такие программы есть, но они были разработаны для одаренных детей, для иши, для школ искусства. Пожалуйста, Ашка, вы меня извините. Peki, Asmeran Pöcüz Galasman Asa Koyla Zaray girdi. Yaracı dergem ama çünkü hümizin ceminin gittiler dergem ama bilese de Halina da Zeyna da Sümeleş kestin. O piçi oğullarga, gruplarga, hümili öğrenti Ruslarga bu
Газет нуда хандик шенер шиин гола өрегер боза е боза негетин көгөн жаш осын чевин доза таартып тургузар гонжула пранон жоласкан жар айдазым мында бо конференциянын материалдарына оза кир панжетир бар жар гам жоласып калжендер эткенжен бо национал школа хөгдер институттун тузазылы бо башларынын боза моңрай көйеде боза күжелишли башларынын азылы мындай болса көмейге өрегейді болса педагогтың методтық сүмендерін болса жүрген үсті біз жаңаш бономда азы бишікпан бономда жүгдер көмейіне өрегейдің өсін анадайқым нодадан әгілеш көмейінің үжуін қарылағын үжуін әгілеш мұнда көмейіне кезіне педагог роқтан қанжар өрегейдің мұнда шықты бишікпан жаңаш ұлы азылы қылып тұрар азылы болса көсігіде үніп тұрар Мұрай бұл чоғынар аразының себейінің болғашы арақы жоғып жұттарда оз үнттірар. Бұл национал шоғылы көгіздер институттың азым башыларыңа жері байырдан жетіп бақ көреңер. Лолы жетіп Чемді ерген бұл Петербургдара көй жегізік жетпес бет, енам білдеге жеді жегізік доғыл, қолаларда да қан соғықтар доғыл. Морозене мында ханс сөйлеп енді босын үрес органы босын болса райдагыны босын үрес сөйлеп қолалар морозене бұл чигизик сөйлеп жүріп тұрар. Жа сол жерден чигедир ол да сөйди. Жасналар енді түрістік жа жас болды кола. Жа сетер. Здоровое питание. Ача хедрева оны напты. Сені по программаңаны Зоя қырғыз көрген бе? Көрген. Онан доғыл министр да білдір. Чоғадыр, жеп тұрар бендерге жаңыз ай программа тұғысын ер бозекке ағерік шқоласының Зоя қырғыздың сүмбезілі тұрғысқан программасы бар. Мен ол программаға эксперттеп тұрған менен. Жаңыштыңам жаңыз айландырығылдыр. Үнді программаны бер болсы институт национальный школ, біздің институтыз онам айлар оның жалдыр қатыштырыптар болса, зайырбас ойынды подап тұрады. Аңға программаға тұрысын елді қоржақ болғай деп подап тұрады. Бұл да озаң оны специалисттер білір, Зоя қырғыз білір, ертемдейін работары оны бічі көріп өзі көрді. Өдірек оңыстары моңғыран екке соғалап түслер, оң мұнда түслер көрмей басылары. Она да потарыстың программасы бізестің школа директорынға таңға асқай атын салдыр алдайдың жап тұрған ам о программынан тұрғызарда албан методикті сүммелер өреген онлар керек көздің. Жағаштың бұл, мен қазір чаттасының бұл басылар да бұл национал школа көздері школан бұл институттың басыларлар қызық таш бұл методикті сүммелерін үндір олған жез сүлдерге программан тұрғызарда албан методикті сүммелеріні көріп тұраш қадыр албан жетірдесім жаға сүммелер шкестің бұзам программаны бұзар. Айда қылып тұрып асу қалина тоңғоғына қылып тұрар бірез ол басқа кейер болса ағар тігігі бөсі адрес өзі роза пособие учим методик изучения Хомею, обучения Хомею, мы просто вообще удивились, насколько этот человек любит это искусство, да, и потом на каких вот простейших примерах он начинает обучение детей. Это на, значит, подражании мал мағаныстың үндері денеді. То есть он начинает с того, какие звуки издают наши, говорю, домашние наши животные, да, во-первых. И, например, аннар, это дикие животные, да. Шайсаңда дұға келерінің националдан бұл келерінің өмчелі мақылы бұл жоран арызылы мал. Ол сүріп жора малының ол еткенден өтінші арғыдып жар болса тодырат бұрам бүк жамға чөйдер шебеге бұға бұл еді әгілей берген бұғалар нүктер өздерінде әгілеп тұра өзім алдар арасыңа базықыштар. Алдар арасығыштарсың нүктер бұға ол өске бұғалар көріп қаш бұстап көргенде бұнда көмей деп тұра шейді,
Менам сабы оларны отоғасына боғада дүнтіп берім жоқ, өзі боғадик сен жеді еші қаттыр толғастың. Ам өтінер, ам жарғам, стерам бұл қыстар білістерам. Ертен нек сағып тұрғастың, көй нектер арасында бір базағаны дүт берге, езін таппай қалып бері. Теленка как приучить? Онам, мен ол инек көріп бақпаш, ол тапайындарған жасып жазын. Үндік жатың насыларға, қоңыстайына қоң жеткі білдір оның, той нектің шеше білдір бе. Ам көрді нек бұзағызын қайтеп тұрады. Көрді көмейдің үнінде барады. Сен жары 10-15 қонған бұзаға, ол аштай кергестің, алғыра бейір, езін сақты бағым жем, еміз кестің. Онда азы көмейдің, үші дөмейді көмейдің едем үні бар болттырар. Ам жарғам, қарғара жүйі азар, көмей жүйі азар, ам болмейді өткада мол сонда оны өретер аз. Бір анқача азан көй жезу қалы айнам, ол да тозып бар азайды жүрген. Әкімдер бұны республика, оғыз барған,